Друзья, всем привет! 22 ноября сегодня у нас на календаре. Опять у нас плюсовая температура, +1. Опять все тает. Буквально один день вчера был мороз, минус 13 градусов, до 15 доходило. До этого был плюс, и сегодня опять плюс. Вон, как мы видим, опять все тает. Опять вода. Я даже не взял пишню. Сегодня у нас третья, наверное, или четвертая, не помню уже. Но крайняя проверка наших ловушек всех. Поднимаем все ловушки, чтобы не терять в дальнейшем время на их проверку. И лучше разик-два съездим за крупными гальянами. Я знаю, это где. На мосту. На мост ездим, километров 15 от поселка, наверное. Сделаем там запас. Там малек крупнее. Не будем больше сюда ездить, отвлекаться, потому что это все занимает время, снегу навалило. Ну, в общем, не будем тянуть время, пробуем. Правда, не взял я пишню. Что-то вчера же было минус 13, вполне лунка могла и замерзнуть хорошо. Ну-ка. Ну да, замерзла вчерашним морозом. Но не сильно. Надеюсь, пробью. Ловушка влезет. Да, пробил. Сантиметра 3-4 замерзло, но оно опять все тает. Главное, чтобы ведро влезло у нас. Воду набрать. Наберем воду. И для этих живцов, что сюда влезут, и для тех, которых мы возьмем сегодня с озера. Потому что в прошлый раз мы с озера живцов забирать не стали. И оставили еще одну ловушку в надежде на озерного гальяна. Потому что, как мы видели, озерный гальян несколько штук попалось. И несколько штук залезло карасиков в тот раз. Карасиков, гондурасиков. И в надежде на карасиков и гальяна мы опять же оставили нашу ловушечку там. Вода здесь у нас чистая. Кислородом богатая. Вон. Все промыло. Если мы 2 недели назад здесь спокойно ходили, я тут вот сделал майну, там майну, то здесь все промыло. Вот майну нашу вон как размыло, видим, да? И сейчас здесь лед, ну вот такой же 2-3 сантиметра, который течением промывает и тает. Если будет оттепель, тут все промоет опять, как весной. Вот такая вот зима у нас в этом году. Вот такая зима. Бля, грязная еще тут. Да что такое? Откуда грязь-то? Дай бог с ним. Ну что, смотрим. В прошлый раз мы закинули, как вы помните, буквально пару гранул комбикорма. Ну вот они сработали опять. Штук 100, наверное, не меньше. Гальяна влетела. Отлично. Не зря мы. Теперь мы это все хозяйство промываем от комбикорма. Нам комбикорм лишний сейчас не нужен. И довезем их до тюрьмы. И на первое время для рыбалки по налиму у нас этого количества живца хватит. Вон, смотрите, сколько.
Так что даже имея вот одну такую ловушку небольшую сделанную, можно заготовить живцов на всю зиму, особо не заморачиваясь. Так, лягушка даже влетела. Что нам с тобой делать? Ладно, оставим на большой крючок лягушку. Если не подохнет, тоже попробуем насадить. Иногда в желудках налима, щуки, лягушка вижу. Возможно, хапнет. Ну все, пойдем проверять вторую ловушку, которая у нас там на озере, Заморном озере. Ну и напоследок заберем всех наших живцов с другого озера. Плотву, гальянов и все такое. Ну все. Спасибо, Ручей, тебе за живцов. Это мы оставляем вот так вот. Пригодится еще. Поехали. Ну вот мы и на втором озере, где стоит наша ловушка раколовка. Раколовка-книжка. И как мы видим, совершенно другая картина уже за 2 дня. Вчерашний мороз все сковал. Если в прошлый раз тут везде плавали мальки подо льдом, то сегодня все замерзшее. Подходила лиса, лисий след вроде бы, или чей это, я не знаю. Да, похоже, лиса приходила, но к майне не подошла, несмотря на то, что здесь пару дохлых малявок еще валяются, запах есть, но осторожничает, видать, хочет до старости дожить. Ну ладно, что, смотрим. Пешню не взял, надеюсь, получится продолбить, нет? А может быть и нет. Нет, получится. Все нормально. Вот так вот. Если долго мучиться, всегда что-нибудь получится. По краешку. Где снег, там сильно-то и не замерзло. Все отошло. Сейчас посмотрим, есть что-нибудь живое на поверхности. Нету. Ну, что там держит-то? Дохлых мальков вижу. Опа! Все-таки рыба, походу, здесь сама задыхается. Вон дохлый малек раз, дохлый малек два, и третий вон затонул. Все-таки это озеро, походу, Заморное. Выживут только караси и озерные гальяны, если выживут. Остальное все подохнет. Вон. Все дохлые. Еле-еле шевелятся, правда, но вот это кислород, который они хапнули с этой майны, этого, конечно же, недостаточно. Сейчас все затянет льдом первыми морозами. И вот так вот все подохнет. Ну что, посмотрим. Зря, не зря мы оставляли нашу раколовку. Очень много мелочи вижу.
Опа. Карасики. Влетели карасики небольшие. Вот такой вот карасик еще пойдет для живца. Вот такой вот ленек озерный пойдет для живца. Вот это, конечно, мелочевка, ничего не пойдет. Блин, сюда попали. Это убираем все. Мальки озерного гальяна. Получается, озерный гальян здесь есть. Он здесь плодится, живет. Вот эти малечки микроскопические. Вот это все озерный гальян. Вот это речной большой. Получается, озерный гальян здесь есть. Он здесь размножается, но, видать, он сейчас просто не гуляет. Так, что у нас здесь влетело? У нас здесь влетело совсем немножко. Это влетел вот такой вот карась. Один. Вот такой вот озерный гальян. Один. Вот такие вот пяточки. Карасики тоже берем для живцов. Вот еще один карасик, пятачок. Жук, плавунец, иди отсюда. Вон сколько его. Озерного гальяна, но он весь мелкий. Вон огромная стая подошла к майне. А сюда почему-то они не лезли. В раколовку. Вон еще пару. Один озерный гальян, один карасик. Ну все. Остальное, к сожалению, ненужные. Вот этих еще мальков берем. Вот этих мальков озерного гальяна отпускаем обратно. Выживут они 100%. Озерный гальян от нехватки кислорода не умирает. Все. Так. Вот это дохляка убрать. Ну и на том спасибо. Вон сколько. Короче, в раколовку не лезут. А тут их огромная стая, но они все вот такие малюсенькие. Вот такие вот. Вот такие, где они тут у меня? Где-то я еще видел. Только что видел. Какой-то... А, вон. Вон это малек озерного гальяна. Ну и прикормку, наверное. Не, прикормку оставим, ничего и не будет. Мы сейчас эту раколовочку забросим в другое место, ближе к поселку, и будем ловить речного гальяна там. Ну, все, пока все здесь. Вон, видите, да? Сколько этого малька. То есть, если сюда кинуть сачок большой, немного подождать, то сачком можно, я так думаю, будет черпануть. Но он мелковат, конечно, мелковат. Его много, но он мелкий. Крупный речной вот есть, тоже плавает. Но они на грани подыхания, вот, на поверхности идут. Не хватает кислорода. Ладно, погнали. Это природа. Что суждено, так и будет. Что не говоря, хорошая штука. Прогноз погоды. Вот я
ошибки, там дней на 5-10 они потом исправляют. Но 2-3 дня погода один в один. Но вчера было минус 13-15, так оно и было. Вчера рисовали плюс 1 с сильным ветром, 13-15 метров в секунду. Я не верил, думал, да ну нафиг, замерзло так замерзло. Нет, оно так и есть. Плюс 1, ну ветер аж сносит, блин. В общем, все, пришли мы к нашему, так сказать, хранилищу живцов. Сейчас я вам покажу. Я еще, наверное, даже не показывал. Вон, здесь у нас хранилище живцов. Здесь есть несколько карасиков. А в основном это, конечно же, плотва, что мы ловили на удочку здесь, на этом озере. Ну, немножко окушков. И сейчас мы это все заберем. Отсюда будем ловить на них налима. Потому что были планы еще половить на жерлице. Не знаю, может быть Николай хотел ко мне приехать в гости на рыбалку с Сыктывкара. Может быть и съездим куда-нибудь, но пока мне хочется половить налима. Если я буду тратить время на рыбалку на озерах, то мы все золотое время профукаем. И так уже конец ноября. А в числах 10 декабря, как правило, уже налим не ловится. Середина декабря все начинается у нас глухозимье. Уже несколько лет замечал. Будет ловиться на жареху, ты поймаешь и в течение всей зимы, но это будет, во-первых, мелкий размер, во-вторых, уже не в таком количестве. Я не знаю, почему так. По открытой воде налим ловится, по перволёдию ловится, а после середины декабря он ловиться перестает. Или куда-то уходит в низовье, или в яму куда-то, я не знаю. Я вот уже ищу, уже сколько лет, 30 лет ищу, куда уходит налим, пока еще не нашел. Каждый год меняю новые места. В этом году также будем ловить на новом месте. Может быть, там найдем налим. Так, ну вот. Здесь у нас озеро, в принципе, чистое. Сейчас водички тоже, пока не испачкали, чистой водички наберем. Вот так вот. И перевезем их на Печору. Так, вон тут, ну, как мы видим, пятишки почти все живы. Вот сколько тут. Сделаем переборку. Живых заберем. Дохлых тоже заберем. Но не для живцов. А Сереге отдадим на приманку. И там еще одна 30-ка. Там у нас несколько карасиков, которых ловили еще летом. Но они почему-то у меня, кинул их в ручей. Видать, течением прибило. И почти все, было больше 200 штук. Да, они все подохли. Вон. Все подохли. Это все пойдет на приманку для куницы. Вот сюда прямо сейчас вот усыпем. Карась все-таки, скажу вам так, рыба живучая, но надо держать в той среде, в которой они привыкли жить. Вот, я кинул в ручей. Так, грязная вода. Я их кинул в ручей. И вот. Нет, что-то даже и живое. Что-то даже и живое.
Вот некоторые с виду вроде бы живые, глаза живые. Я не знаю, может быть они какую-то спячку легли. Но в основном вот они подохли. Ладно, сделаю переборку, сейчас рассортирую. Здесь у нас все нормально, плотвичка живая. Тут у нас тоже плотвичка живая. Я так думаю, около 70-80 штук живцов я здесь возьму. Сейчас все, сделаю переборку и потом сделаем короткое включение, что и как получилось. Пока это закидываю в воду, чтобы вот так вот. Пока займемся переборкой этих наших карасиков, которые подохли. Так, ну что, перебрали мы всех живцов, и получилось у нас 90 примерно, там 90 окушков 5, наверное, и штук 82-83 плотвичек живые, но на грани подыхания. Вот с десяток, наверное, не знаю, выживут, не выживут. Сейчас мы их перевезем в чистую воду и закинем обратно в 30-ку в тюрьму. А карасики вон выжили только штук 15, и то они на грани и немножко еле шевелятся. Остальные штук 70-80 карасей и крупная плотва, все подохло, около 3 килограмм. Это пойдет на приманку куницам Сереге. Не получилось сохранить карасей. Поймали летом, хранили до октября. И в октябре, когда река уже начала замерзать, пошла шуга, я их забросил в ручей. Чистый ручей, где мы ловили мальков, но на течение. В надежде, что они на течение не замерзнут, но там их прибило течением в одну кучу, и они все благополучно подохли. Так что карасей, если ловить, то их надо держать в озере без течения или в стоячей воде, я так думаю. Потому что карась вроде бы и живучая рыба, но на течение они не уживаются. Ну все, дело сделано. Живцы на установку палок для ловли налима на первое время есть, но как бы они пока есть. Их надо сохранить, их надо довести до реки, что мы постараемся сделать. И уже, наверное, завтра мы, если ничего не изменится, если все будет нормально, если без форс-мажоров, уже завтра будем выставляться. Я бы сегодня выставился, конечно, но день уже подходит к концу, и по темноте пробивать дорогу по незамерзшей реке, по заберегам, ну, опасно, скажем так. Да и тепло сегодня. В общем, скорее всего, завтра будет установка палок для ловли налимов. Ну, а там уже посмотрим. Я так думаю, без рыбы мы не останемся. Хотя, кто его знает. Рыбалка будет, сразу скажу вам, на новом месте, где я еще не рыбачил. Повторюсь, каждый год стараюсь устанавливать на новых местах, чтобы найти налима. Как-то вот так. Вот такая вот короткая сегодня рыбалка, потому что заготовка живцов — это тоже называется рыбалкой. Всем пока, увидимся на канале Коми Рыбак. На Дзене.